Айда, Камчыбековна. Урматтуу коллегалар, мыйзамдар бир какой-то случайга жазылбайт. Жалпы биздин мыйзамдарда бул ченем жок экен, ошон үчүн азыр бул мыйзам даярдалды. Туурабы? Туура. Еще раз на русском скажу, Дастан Далабаевич. Вы себя позиционируете как человек, знающий юриспруденцию, юристом вы себя заявляете. Вы же отлично знаете, что в нашем законодательстве нету такой нормы, и поэтому то предложение, которое сейчас, та норма, которая предлагается, она жалпы на будущее тоже. Возможно, будет в практике, в истории проведения выборов такие случаи, когда будут отменены. Как в таком случае появляться залогом? И говорить о том, обвинять голословно кого-то, это вот, просто некорректно, я считаю. Поэтому я думаю, что действительно к данной норме четко нужно прописать, в каких случаях конкретно возвращается залог, и, то есть прописать, на основании чего, на основании какого решения, судебного решения, либо решения ЦИК и так далее. То есть это зависит сейчас от тех предложений, которые прозвучат во втором чтении. Поэтому, уважаемые коллеги, при обсуждении законопроектов надо учитывать, что никогда не привязывается какая-то норма закона к конкретному случаю. Не пишется для одного человека, не пишется для одного случая, а в целом оговаривается норма, которая должна быть в выборном законодательстве, что и сделал наш коллега. Я поддерживаю концепцию законопроекта, но предлагаю четко расписать, на основании какого решения, то есть распечатать эту норму, на основании какого решения будет и в каких случаях возвращается залог или не возвращается. В целом поддерживаю концепцию данного законопроекта. Сөз Дастан Далабаевичте, кайрадан экинчи жолу. Айнура Точина, я бы не стал записываться. Вы правильно говорите, под отдельный случай никогда законы не пишутся. Здесь речь идет о том, что если партия виновата, она не должна залог получать. Вот этот случай нужно прописать. Есть 38-я статья, где вот сейчас Абдаджабар Бигматов сказал, что партии такие не допускаются к следующим выборам, но они также не должны лишаться залога. Пока еще в отношении этих трех партий, конечно, юридического закрепления нет, что они виноваты. Но в октябре месяце, 5 октября, все остальные партии как раз требовали отмены результатов из-за того, что 3 партии занимались подкупом, подвозом, фальсификацией выборов. Вот и все. Поэтому 6 октября ЦИК был вынужден принять это постановление. Что, не так, что ли? Или хотите сказать, по вине других партий, по вине граждан, что ли, это произошло? Подкуп был или его не было? Был. Форма 2 была? Была. Вот и все. Я говорю, давайте запишем в случае исключения, что залог не будет возвращаться тем партиям, а следствие установит. Вот сейчас же сказал же ЦИК, что отправили для того, чтобы следствие провели. Следствие установит, виноваты, не виноваты, это уже другой вопрос. Но мы пропишем в законодательстве. Знаете, иногда юриспруденция различается от морали. И вот морального права, я не говорю по закону, морального права у этих 3 партий получать залог обратно никакого нет. Сөз экинчи жолу Айнура Точина Алтыбаевада. Уважаемые коллеги, не считаю нужно вступать в полемику с Дастаном Далабаевичем. Просто отмечаю еще раз, в первую очередь речь идет о законопроекте, о той норме, которую предложил наш коллега. Это первое. Во-вторых, в ходе обсуждения без соответствующих решений, судебных решений, Центральной избирательной комиссии по данному вопросу, сколько поступило актов по нарушению, по подвозу, по подкупу и так далее. Да? Это все не может сейчас обсуждаться в рамках обсуждения данного законопроекта, потому что нету таких решений.
Я вам просто об этом хочу сказать. Вы отлично это все знаете, но специально как бы акцентируетесь. Ну, понятно, что... ну, не хочу вас обидеть, но пиару, голому популизму должен какой-то быть предел. А без конца или какие-то вот такие вот комментарии, ваши инициативы законодательные, ну, как бы они настораживают. Спасибо. Урматтуу депутаттар, анда